Правительство Таджикистана установило стоимость оплаты за альтернативную службу в армии для новобранцев, сообщил Азия Плюс начальник пресс-центра Министерства обороны Фаридун Махмудализода. Это 420 расчетных показателей. Один расчетный показатель равен 60 самани. Теперь желающие смогут не служить в армии традиционные 2 года, а вместо этого пройти военные сборы в течение 1 месяца. Для этого нужно будет заплатить государству 25,2 тысяч самани, или $2,2 тысяч. Сумма может меняться в зависимости от изменения показателя для расчетов. Напомним основные моменты обновленного закона о воинской службе и воинских обязанностях. Кто может служить в альтернативной армии? Пройти военную службу в добровольном порядке в составе мобилизационного призывного резерва может любой призывник. Для этого нужно перечислить определенную сумму на специальный счет и пройти месячный сбор. Гражданин после прохождения военной службы в составе мобилизационного призывного резерва не подлежит призыву на обязательную военную службу. Но на месячные сборы, которые предусмотрены для резервистов, не смогут сразу попасть все желающие и оплатившие, объясняет ЙОР. Так как ежегодно будет устанавливаться квота на количество тех, кто будет проходить ускоренную военную службу в составе мобилизационного призывного резерва. Если вы оплатили за ускоренную службу, но не попали в квоту в осенний призыв в этом году, вас вносят в список квотников на последующие призывы. Соответственно, никто призвать вас на срочную службу уже не сможет. В пункте 19 постановления правительства это звучит так: граждане, включенные в списки, но не зачисленные согласно квотам в период, указанный в пункте 17 настоящего порядка, это с 1 апреля по 31 мая и с 1 октября по 30 ноября, для прохождения военной службы в составе мобилизационного призывного резерва, оставляются в списках, и их призыв будет осуществляться в порядке очередности в следующие периоды. Количество квот будет определяться военными комиссариатами каждого отдельного региона или района. Куда обращаться, чтобы поступить на альтернативную службу? В военный комиссариат по месту жительства, прописки с заявлением. Вас включат в список в порядке очередности, исходя из даты поступления заявления и после полной оплаты 25 200 самани на специальный счет Минобороны Таджикистана через Аманатбанк, пишет ЙОР. Квитанция об оплате этой суммы предоставляется в течение 5 рабочих дней после приема заявления в районный, городской, военный комиссариат. Вам нужно уложиться именно в 5 дней, так как в случае непредоставления квитанции об оплате в установленный срок, вас могут не включить в список и призовут на обязательную срочную военную службу. Заключение призывной комиссии будет объявлено вам и утверждено соответствующим решением комиссии. Те, кто проходит альтернативную службу по праву и обязанностям, приравниваются к тем, кто проходит срочную службу. Что дадут, военный билет или справку? По закону после прохождения военной службы человек получает военный билет. Справка дается тем, кто не прошел военную службу по причинам, указанным в законе. По новому закону студенты тоже должны служить, да? Но им дается отсрочка до окончания вуза. После окончания учебы выпускники вузов призываются на общих основаниях. А аспиранты и магистранты призываются? Они призываются на общих основаниях. Кто подлежит призыву на обязательную срочную военную службу? Согласно статье 29 закона, граждане мужского пола от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете, и не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва. Кто освобожден от призыва на военную службу? Негодные к военной службе по состоянию здоровья, проходящие или прошедшие военную службу в Таджикистане, или в других государствах, или другой вид службы, приравненный к военной службе, а также осужденные приговором суда за совершение преступления с применением наказания в виде лишения свободы.